Я вітаю ўсіх наших паплечнікаў. Ранак, а значыцца, не варта марнаваць часу. Больш за тое, наша каманда ўжо ў Любані. Адсюль і выпраўляемся ў дарогу. Будьце з намі на шляху наперад у мінулае. Темная ночка, дай неведная головочка моя бедная. Где ж я буду ночку ночевать? Прыехалі ў вёску Пласток на Любаньшчыне. Застаецца літаральна тыдзень да вясны, таму самы час ладзіць стрэчанне. Ну, натуральна, знаёміцца з мінуўшчынай і сапраўднасцю вёскі. Капустину дай лебедину, щуку рыбу дай на шатарину. Щуку рыбу дай на шатарину, пущу коня дай на долину. Покуль конь мой напасается, девка шельма нагуляется. Эту песню спяваў наш мастацкі кіраўнік Сергей Александрович Ромашевский. Вот 14 февраля будзе 5 гадоў, як яго ўжо няма з намі разам у нашым гурту. Ён быў, конечно, народнік, ён умеў спяваць. Гэта песня наша, з нашай вёскі. Мы записали з ім у мужчыны, тут і местного Гальченя, Иван. Темная ночка, дай невиданная головочка моя бедная. Думали вы когда-нибудь о том, чем отличаются концерты профессионального исполнителя от концертов другого исполнителя? Я вам скажу, чем. Обычно мы сидим и скучаем, ждем одну-две песни, тех любимые песни, ради которых мы и пришли на концерт. Профессионалов же все наоборот. Профессионалы могут построить концерт совершенно разножанровым. От джаза, блюза, рок-н-ролла до хип-хопа, реггаэтона, и во всех них одинаково профессионал будет хорош. Именно поэтому такие концерты и держат наше внимание от начала до конца. Сегодня у нас в гостях именно такой человек. Мы сейчас прослушали песню, над которой мы сегодня будем работать. Мне кажется, это прекрасный голос, и кому как не вам оценить его по достоинству. Значит, я, насколько понял, это человек, который глубоко пронизан вот этим интересом к фольклору нашему. Я с ним не знаком, и говорят, он уже ушел в мир иной, но человек сделал очень много за свою жизнь, и это очень здорово, что он оставил нам вот то наследие, которое, к сожалению, уходит где-то и остается в очень узких кругах творческих. Мне кажется, это вот глубоко аутентично. Очень это аутентично. Да, и, кроме того, я не знаю, мне показалось, что он достаточно чисто поет, ведь этот человек. Он хорошо интонирует. Да. Тут многие наши современные исполнители могут позавидовать этому, да. Тем более, мне очень приятно будет сегодня поработать над такой песней вместе с вами и посмотреть, как вы это сделаете. Мінуў пэўны час ад таго, як мы ладзілі экспедыцыю на Любаньшчыну. Сёння месца дыслакацыі сталічная студыя. Тут будзем узгадваць адметнасці абраду стрэчання і, канешне, па завядзёнцы ствараць свежае аблічча аднае з пачутых у пластку песень. За апошняе гэтым разам у адказе кампазітар Сергей Сухамлін і народны артыст Беларусі Анатоль Ярмоленко. Анатоль Ярмоленко, соліст і кіраўнік ансамбля «Сябры», заслужаны дзеяч мастацтва ў Расійскай Федэрацыі, уладальнік ордэна Францыска Скарыны, лаўрэат прэміі саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва, ганаровы жыхар горада Мінска. Из-за леса голос раздается, то, наверное, Маня с моей
Ваня, едешь, куды отъезжаешь? На кого ж ты, Ваня, Маню покидаешь? На кого ж ты, Ваня, Маню покидаешь? Покидаю Маню на людей, на Бога, на людей, на Бога, ухажеров много. На людей, на Бога, ухажеров много. Мы знаёмімся з гісторыяй і міфамі вёскі Пласток. Маецца тут і свая легенда, паводле якой жыў некалі ў прыгожым маёнтку пан. Была ў яго дачка. Яна на белай брычцы запрэжанай кольме любіла раз'язджаць па наваколле. Цікава, што гэта была двуколка, а не як сялянскія вазы чатырохколавыя. Кажуць, недзе тут, сярод леса, дагэтуль захавалася таполевая алея. Але па гістарычных звестках мясцовага пана тут не было. Валодалі гэтымі землямі алелькаючы радзівілы князі Гагенлогі. Хутчэй за ўсё панамі называлі арандатараў, якія прыглядалі за радзівілаўскімі землямі і тут і жылі. А на нашыя часы ганарыцца вёска сваім земляком, які змайстраваў ужо не адзін дельтаплан. Лётае на іх і прозвішча мае адпаведнае – Голуб. І не дзіва, што Васіль Голуб уваходзіць у беларускі лётны клуб. А на адным з яго апаратаў, кажуць, узнімалася ў неба алімпійская чэмпіёнка Дар'я Домрачева. А у нас сёння стречанне, зима з летом стрэлася. Лето зиму пихнула, и ножечку звихнула. Пошла зима плачучи, лето пошло скачучи. А у нас сегодня стречанне, зима с летом стрелася. Благослови, Боже, зиму замыкати, лето загукати, зимою укорите, весною в чавночку, а в теплом лете укорите. Благослови, Боже, зиму замыкати, лето загукати. А у нас сегодня громницы, зимы половицы. Летечка у окенца постукає, ясным громом у небе постукає, свечу гремничную запаливая, злых духов отваживая. А мы громницы шануем, разом збираемся и святкуем. Вяртаемся з Любаньшчыны ў Мінск. Мяркую, усе ведаюць, што даўнішняе свята грамніцы, яно ж хрысціянскае стрэчанне, адзначалася акурат, калі варта было развітвацца з зімою ды заклікаць лета. Тут у Пластку па вуліцах хадзілі два карагоды – жаночы і дзявоцкі. Жанчыны сімвалізавалі зіму, а дзяўчаты – лета. На скрыжаванні яны сустракаліся. Чым яшчэ адметны абрад у гэтай любанскай вёсцы, даведаемся пазней. Пакуль варта зазірнуць у студыю, дзе працуюць над старажытнай песняй кампазітар Сергей Сухамлин и народный артист Беларуси Анатоль Ярмоленко. Ну вот такая песня у нас сегодня, Анатолий Иванович. Я не знаю, будем делать ее в традиционном вашем стиле Сябров? Не, ну ты что? Ты же сам, как в преамбуле к передаче говорил о том, что профессионал должен пробовать или уметь. Я не сомневаюсь, что вы сделаете в любом стиле. Я просто хочу попробовать самому. Мне это очень интересно, знаешь. Давай попробуем R&B. Ну да, в чем-нибудь модном. Я думаю, что между реггаетон и R&B что-нибудь такое попробуем сделать. Грамотный такое... парень. Я тебя взрослый. Я хочу дать свободу твоему творчеству. Понятно. А мне интересно будет, как у меня будет. А мне будет интересно вместе с вами поработать. И поэтому я уже кое-что набросал. И мы удаляемся в студию, а вы возвращаетесь в деревню Пласток. В огороде верба росла, в огороде верба
красива, Яна красношей красива, я еду, я несчастлива, я еду, я несчастлива, я еду, я несчастлива, няма того, что любила. Добрый день, сестрица зима. Добрый день усім добрим людям. Я сюди йти не забоялася. Самим соніком привіталася. Запитать хочу, чим ти маєшся? З працею лядовою ти справляєшся? Хоч і рано сестриця приїхала, уже ж тебе поклон, що навідала. Завжди було так, як зустрічалися, довго не розбігались. Чолом тебе теплая леченька. Ой, здорова была холодная зимочка. Что тебе, леченька, узберишься, а меня зимочку проклинают. Вот ты, зимочка, холодная. Луги бороты поморозила, а я, летенька, да веселая. Луги горы узмацнила, луги горы узвеселила. Мы по-ранейшаму у Пластку Любанскага района. Першыя пісьмовыя ўспаміны пра вёску датуюцца 1566 годам. У прыватнасці яна ўзгадваецца ў грамаце аб падзеле зямель паміж братамі Алелькавічамі. Крыху пазней для мясцовых дзяцей адкрываюць у Пластку царкоўна-прыходскую школу. Зима с летом встречается, зима с летом встречается, лето у зимы пытается, лето у зимы пытается. Я ты зимка зимовала, я ты зимка зимовала, чей людей не баловала, чей людей не баловала. Зима лету отказала, зима лету отказала, что людей не баловала, что людей не баловала. Тихо была, обранала, тихо была, обранала, всем людям здоровье дала, всем людям здоровье дала. Кабу поле працавали, кабу поле працавали, потянёчкам не лежали, потянёчкам не лежали. А как сеяли пшеницу, а как сеяли пшеницу, да еще всякую пашницу, да еще всякую пашницу. Шановний Перун, дай нам іскрицю, щоб розбудити громницю. І зноўку робім невялічкі перапынак. Дарэчы, як распавёў нам знаўца фальклору Сергей Выскаварка, менавіта ў Пластку існаваў такі рытуал. Усе выходзілі ў поле ды кідалі праз стог гарачы блін. Для чаго? А каб ён растапіў неба, халады ды маразы адышлі і саступілі месца цяплу. Вось дзе дакладна ўжо горача, дык у нашай студыі гуказапісу. Тут, дзякуючы Сергею Сухамліну і Анатолію Ярмоленку, набывае новае сучаснае аблічча старажытная беларуская песня. До их и завитаем. Анатолий Иванович, ну вот мы послушали ту аранжировку, которую я бросал. Давайте будем петь. Есть ли у вас какие-то пожелания? Я хочу попробовать что-то помоднее, но ты сюда обязательно уведи какие-то фишечки. Ты же человек продвинутый в этом плане. Хорошо, да. тогда мы сюда... Потом подпиши какие-то, там, чтобы была поддержка. Подложка, подушки, да, под вокал. Да, то есть бэк-вокалы хорошо. Да. Тогда мы сделаем так. Я возьму самые модные нынче фишки, одни из самых модных таких в музыке. Это вокализы. Вокализы, которые подвергаются подшрифту. Поставлю их в начале песенки, в конце. Введу сюда также голос исполнителя. Вот. А остальное, все основное, конечно, то есть все ложится. Оттуда, да, да. Основное все, здорово, да. все ложится на вас. Ну и подушечки сделаем традиционные такие. Да. И чтобы мы подчеркнули ваш голос и значение этой песни. Я чувствовал себя в своей тарелке. Да. И чтобы песня хорошо чувствовала себя в новой аранжировке модной. Давай, дерзай. Отлично. Сейчас сделаем. И пока мы идем записывать вокал, вы ожидаете нас в деревне Пласток. Вот чуете, стукают половницы, это сам Бог к нам крочит, а мы его должны сустрать и добрую песню запеть.
Божух на нас, даводься нам свячу гробничную запалить, пожадать людям здоровья моцного и сустреть гробницы со здоровьем, с моцою и с веком долгим. Давайте все разом помолимся Господу Богу во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. А зараз гэтыя свечачкі занясяце іх дадому. І як будете ісці, так вот так униз нясіце іх. Вот так. І нікому їх не показваць. Як вам будзе дрэнна, вы яе запаліце, загадайце сабе жаданне якое. Зима с летом страшается, зима с летом страшается, брат сестрою прощается, брат сестрою прощается, брат сестрою прощается, брат сестрою прощается, про здоровье пытается, про здоровье пытается. Зимка с костылюшком, зимка с костылюшком, здоровлетей костылюшком, здоровлетей костылюшком. Мы працягваем гістарычны экскурс у мінуўшчыну вёскі Пласток, што пад Любанню. Існуе меркаванне, што назва Пласток паходзіць ад старажытнаславянскага слова пласт. Пласт гэта такое месца, выспа сярод балот. Суседняя вёска называецца Пеклічы ад пекла балот, што тут знаходзяцца. А Пласток акурат і месціўся на высокай выспе пасярод багны. Да грабніц не скідай рукавіц. А калі ўжо прыйшлі грабніцы, не патрэбны рукавіцы. Калі на грабніцы нап'ецца певень вадзіцы, то на Юрія наесца вол травіцы. Калі на стрэчане рана з'явіцца сонца, то будзе ранні лён. Калі снег перамятае цераз дарогу, то будзе позняя восень. Калі на грабніцы растане снег, то на Юрія будзе трава. Молодцы, збирайтесь, девки молодцы, будем гулять, зиму прогонять. Пошла зимка на буянина, бузу нам надокучила. Ой, пошла зима на зеленые лясы, нам Божа весну принеси. А зараз мы пакоцім калясо па вёсцы. Пажадаем людям здоровья. Кто не жаніўся, чтоб ажаніўся ў гэтым годзе. Мы перададим гэта калясо нашай вясне, чтоб яна пакаціла яго і за ею пашлі ўсе дружкі. Ой, весна, весна, ой, красна, красна, ты чужие девки сквозь красна. А я молодая не ткала, ты под лёдку жаль упускала. Плыли, плыли, кужаль волокенцем, ты приплыли ко мне подводенца. Ой, поехал Ахрем по дрова, ты загорелась Дуброва. А я молодая тушила, ты решатом воду носила. Сколько у цим решате водицы, столько у Ахрема правдицы. Ну вот мы записали эту песню. На мой взгляд, получилось замечательно. Впрочем, другого результата я не ожидал. Как вы находите? Вы чувствуете себя
в этой песне, как вы сказали, в своей тарелке? Ну, ты знаешь, я не могу себя оценивать никогда. Мне было интересно, это тоже одно скажу, мне всегда интересно. Ты знаешь, я еще невзирая на то, на опыт, на все с высоты прожитых лет, мне интересно, я пробую себя в разных стилях, в разной стилистике. Мне это очень интересно. Спасибо, что ты, в общем-то, понял, что я хотел. Очень такой современный, жесткий такой. Я хотел, чтобы пожестче было. Ну, тут пожестче никак нельзя было, потому что песня, она сама по себе такая мягкая, драматичная. Да, и здесь ужесточать ее, ну, я считаю, не было смысла. Уж вы меня простите великодушно. Все нормально получилось. Я думаю, что в основном должен оценить зритель. Мне понравилось. Да, мне тоже понравилось. Мне показалось, что вы органично вписались в эту песню, и это доказывает то, о чем я говорил в начале нашей программы. Настоящий профессионал держит зал в любом стиле. Мне кажется, результат великолепен. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вам тоже понравится. Вось так у пластку згодна з абрадавай песняй зіма з летам стрэлася. Таму з гэтага часу пачынаем разам чакаць на весну. Дарэчы, калі цікава, усе абрады і песні ў нескарочаным выглядзе можаце глядзець на нашым YouTube-канале. Адрас вы бачыце на сваіх экранах. А цяпер ацэнім вынікі супольнай творчасці кампазітара Сергея Сухамліна і саліста ансамбля сябры Анатолія Ярмоленкі. Узіраемся, слухаем і, натуральна, сустракаемся роўна праз тыдзень, каб накіравацца ў чарговае захапляльнае падарожжа па краіне. Ночка, дынявидная головачка моя бедовая, где ж я буду ночку ночевать, и что ж я буду ды вечерать? Капустину, дай лебедину, щуку, рыбу, дай на шатырину. Темна-темна ночка, дыня видная, головочка моя бедовая. Где ж я буду ночку ночевать, и что ж я буду дай вечерать? Пущу коня, дай на долину, напасется, шельма девка нагуляется, шельма девка нагуляется. Яшчэй казак, дай не проспаўся, пришла мила, ды разбудила. Устань, устань, мой казаченька, казаки идут, то коня возьмуть.